Проезжая мимо этого, пока еще пустого поля, многие и не подозревают, что здесь ожидается масштабное строительство. Процесс возведения модульного завода по переработке молока уже начался. Его мощность составит 50 тонн в сутки. Проект предполагает выпускать все виды молочной продукции: сыр различных видов, творог, масло, сметана, йогурты, мороженое. На участке уже вырыли котлован под фундамент будущего предприятия. У завода-изготовителя «Колокс» он называется. Вот, они нам ставят завод, то есть у нас с ними соглашение по договору, они нам обязаны привезти с гарантией поставить здесь завод. То есть мы им оплачиваем деньги, они привозят, ставят. То есть мы сами этот завод не собираем, мы его покупаем. Значит, это российский производитель заводов, то есть они с именем, там все у них хорошо, то есть их все знают. Вот, ставится завод буквально за месяц. Ну, есть, естественно, на подготовительном этапе очень много времени уходит. Там документация, опять-таки, это площадку надо залить, здесь где-то порядка метр. Толщиной будет площадка, где-то 380 кубов бетона, около 30 тонн арматуры, ну, естественно, там трубы, вот эти все, это сливы, потому что это самое. И уж постоянно мыть надо, когда завод работает, там, ну, молочка, она окисляется и так далее, поэтому надо мыть, поэтому тут очень много всего. Но это все у нас есть в проекте. Соглашение о строительстве молокоперерабатывающего завода было подписано в 2018 году на инвестиционном форуме в Сочи, после чего руководство республики выделило инвестплощадку площадью 4,72 гектара. Стоимость проекта составит 1 миллиард 200 миллионов рублей. Запуск предприятия позволит не только обеспечивать весь регион молочной продукцией, но и создать более 250 рабочих мест. Все, что нам надо было, я это не для красивого словца говорю, все, что надо было вот от республики, то есть административный ресурс, как вот у нас есть. Все у нас есть. И глава пошел нам навстречу. Мы, я опять-таки повторю, мы не бегали по кабинетам, через знакомых или еще кого-то. Мы приехали в Сочи на форум экономический. Вот, Умалат Аршоев там был тоже. Вот, нас, ну, естественно, мы подали заявку, что вот хотим это сделать. То есть молокоперерабатывающий завод мы хотим открыть в республике. Это мы с партнерами моими. Значит. Нас пригласили на форум в Сочи. Мы приехали, официально подписали соглашение с главой, объяснили, что мы хотим сделать. Глава пошел навстречу, говорит, что вам надо. Мы говорим, нам нужна земля. Нужна земля, ну, какие-то налоговые каникулы, может быть, еще, ну, что нам нужно, мы озвучили. Вот. Нам, все, что нам надо было, мы получили. Содержать крупный рогатый скот на территории завода не будут. Молоко для производства всех изделий планируют закупать у местных фермеров. Желающих заниматься фермерством в республике много, но проблема в другом – некуда сдавать молоко. Остается либо выкидывать, либо закрывать любимое дело, так как оно приносит только убытки. А вывозить в другие регионы невыгодно. Инвесторам будет установлена фиксированная плата за литр, также будут предусмотрены молоковозы для удобства желающих продавать молоко. Для наших фермеров, не то что для города Карабулака, а для всей республики, это будет хороший подарок. Здесь молоко есть, но девать некуда. Сдать места нет в республике. Нет завода, нет приемных пунктов. Здесь у нас, если будет завод, это хорошо. Все хорошо. У меня к вам вопросов нет. Все, что я хотел здесь получить, я получил. Теперь, как говорится, от меня все зависит и от моих партнеров. Приедут из Москвы и начнут. По словам городской администрации, для реализации проекта нет никаких преград. Со своей стороны они готовы оказывать поддержку инвестору. Промышленная зона для производства была предусмотрена с учетом удобной инфраструктуры. Подвод энергоресурсов не вызовет сложностей. Все коммуникации проведены. Это первый молокоперерабатывающий завод в Карабулаке, где преимущественно будут работать жители города. Это у нас на сегодняшний день один из крупнейших инвесторов, который реализует свой проект на территории города. Решили с инспекцией приехать к ним, посмотреть, на какой стадии они находятся, что они делают, с какими проблемами, трудностями на местах посмотреть, сталкиваются инвесторы. Но вот со слов Салмана у них на сегодняшний день каких-либо там проблемных ситуаций нету. Что касается работы администрации, тут были кое-какие накладки при отводе земельного участка, которые приведены в соответствие, присвоен почтовый адрес. Отдаленность от города, от жилого массива данное предприятие находится на расстоянии более 400 метров. По ГОСТам никаких ограничений нету. Это такие производства можно и в жилых массивах ставить, так как здесь нету вредного производства.
Запустить производство и выдать первую продукцию для дегустации планируют к концу года. Этот инвестпроект позволит полностью вытеснить импортную продукцию с молочного рынка Ингушетии. Никаких поставок извне, только экспорт. Молокозавод позволит обеспечить молочными изделиями соседние регионы. Более того, производством уже заинтересовались инвесторы из Бразилии и Германии. Привлекли иностранцев в благоприятные условия, в которых пасутся коровы, свежий воздух, чистая вода. Соответственно, и продукт будет экологически чистым. Они уже успели посетить Ингушетию и обсудить вопросы поставки элитных сортов сыра в их страны. Это серьезный шаг для развития экономики региона и привлечения новых инвесторов. Диана Дударова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.